В прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Добрый вечер. У природы плохая погода. Районы Якутии, включая столицу, накрыло снежной метелью. Что делают для устранения последствий непогоды? Труд во благо общества. Сегодня отмечают День гражданского активиста. Какие есть примеры общественников, добившихся успеха в полезном для народа деле? Не проехать, не пройти. Жители Якутска жалуются на десятки незаконно установленных гаражей во дворах. Работают или нет власти над решением этой давней проблемы? Суперматч в прямом эфире. Гроссмейстеры Гаврил Колесов и Сергей Белошеев встретились за шашечной доской. Кто победил и как прошел сеанс игры мастеров с населением? Что читают дети? Сегодня Международный день детской книги. Какой сегодня спрос у детской литературы? Как привить детям любовь к чтению и какие планы у якутских издателей? Якутию накрыло снежной метелью. По данным гидрометцентра, усиление ветра до 13-18 метров в секунду прогнозируется в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском районах. Снегопад продолжился и в столице республики. Ну а в Алдане сугробы выросли на несколько десятков сантиметров. Ситуацию усугубил порывистый ветер. Утром многие автомобилисты не смогли выехать из гаражей. Сообщается, что дорожные службы в экстренном порядке расчищают дороги. В связи с неблагоприятной погодой в центральных и частично в северных районах республики водителям легковых автомобилей необходимо воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Об этом сообщили в управлении автодорог республики. По данным, затруднено движение в Горном, Намском, Кобяйском, Вилюйском, Оленёкском, Анабарском, Улусах. На переправе Нижний Бестях-Якутск ситуация более-менее ровная. Сейчас на этих участках также ведут работы по очистке дорог. 3К-700 работает в Оленёкском улусе от поселка Удачного до поселка Оленёк. И 5 единиц работает в сторону Рюнкая. Рюнкая, пикет береговой, и между ними там они патрульную очистку выполняют. Алекминский и Ленский районы патрульную очистку выполняет ООО «Автоснаб» и ООО «Меркурий». Они вчера выехали на патрульную очистку, и сегодня проезд обеспечен. Тем временем погодные условия стали причинами ряда ДТП, в которых за сутки пострадали 9 детей. Сообщается, что водители не выдержали безопасную дистанцию и скорость в таких условиях. В одном случае на федеральной трассе Вилюй произошло лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и Toyota Hiace, в салоне которого находились 7 детей в возрасте от 10 до 14 лет. А в Нерюнгри водитель Ниссана также не учел дорожные условия и совершил столкновение с другой легковушкой. В итоге госпитализирована 13-летняя девочка. Еще одно ДТП, в результате которого пострадали 4 ребенка, произошло в Якутске. 21-летний водитель Toyota Карина не справился с управлением и столкнулся с Toyota Ipsum. Для предотвращения подобных случаев и происшествий приостановлено движение по федеральной дороге Лена для всех видов транспорта. Об этом заявили в управлении автодорог. Введено ограничение движения от города Тында Амурской области до поселка Беркакит Нерюнгринского района. Для борьбы со снегопадом задействовали 16 единиц дорожной техники. Ранее ограничение движения было введено для грузовиков и автобусов на участке от села Большой Хатыми Нерюнгринского района до села Рачон 1 Алданского района. Жители одного из домов микрорайона города Ленска возмущены тем, что второй год подряд управляющая компания «Гранд Сервис» после очистки дворовых проездов от снега не убирает его со двора. Более того, снежными массами завален весь двор и автомобильные стоянки. В ситуации разбиралась наш корреспондент Светлана Балеева. Иван Вантеев рассказал нам, что их двор от снега очистился за зиму только дважды. Сегодня снежными кучами высотой больше человеческого роста завалена вся придомовая территория и парковка. За зиму 2 раза кое-как столкнули, по бокам растолкали. И все, второй раз и то, когда вот здесь провалилась машина, вышка ихняя, вытаскивали трактором. Когда они приезжали, с козырька снег сбить, чтобы не упал на голову. А было, он прям падает и прям на подъезд, на крыльцо.
С козырька снег счистили, с крыши забыли. Теперь снежная шапка свисает над головами прохожих. Жильцы не раз звонили в управляющую компанию с просьбой счистить снег с крыш и вывести снежные кучи. Но руководство Гранд-сервиса посоветовало им сделать это самостоятельно. Коллективно собрать средства и нанять грейдер. Это несмотря на то, что все жильцы исправно платят управляющей компании за обслуживание и уборку придомовой территории. Но коллективно жители решили не нанять грейдер, а написать письмо в прокуратуру. Главный инженер компании «Гранд-сервис» Дмитрий Маслов нам пояснил, что чистить проездные пути не входит в их обязанности. И сделано это было исключительно по доброте душевной. Ну, идем навстречу людям, все равно, конечно, там переметает. Кроме нас никто не чистит. Чистим, люди просят, чистим. Мы убираем территорию, которая входит в площадь дома, придомовую территорию. То есть это тротуар к подъездам, подъезды, внутри подъездов. За чистку проезжей части, по словам Дмитрия Маслова, отвечать должна городская администрация. Администрация – это орган организационно-контрольный. Наша самая главная задача – организовать и проконтролировать управляющие компании, которые обязаны содержать, обслуживать, предоставлять услуги жилищно-коммунального хозяйства. То есть эта обязанность возложена непосредственно на руководителей управляющих компаний и их организаций. В завершении Василий Козырев добавил, что если у жильцов есть нарекания к управляющей компании, то они должны написать заявление главе города, по которому незамедлительно будет проведена проверка, а нарушители привлечены к ответственности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в Алдане снег стал причиной обрушения крыши многоквартирного жилого дома. Ранее такой обвал произошел в магазине, сообщает Алдан онлайн. Очевидцы публикуют фото и видео, которые показывают, что коммунальные и дорожные службы не справляются с большим снегопадом. Между тем, общая заболеваемость ОРВИ по Мирнинскому району составила 590 человек, причем большинство заболевших – это дети. Однако, по данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе удовлетворительно стабильная. За прошедшую неделю вспышек инфекционных заболеваний, пищевых и токсикоинфекций и интоксикаций не зафиксировано. Тем не менее, с 26 марта по 1 апреля в Мирном зарегистрировано 9 случаев ветряной оспы и по одному случаю туберкулеза и менингита. В здании гаража «Кладовая Алекмы» в Алекминском районе вспыхнул пожар. Сгорел один грузовик, пожарные эвакуировали 4 и спасли 11 единиц техники, также цех по переработке и подстанцию. Пострадавших и погибших нет. Предварительная версия ЧП – неосторожное обращение с огнем. Всего при тушении пожара задействовали 4 единицы техники и 14 человек личного состава огнеборцев. К другим новостям. В Якутской топливно-энергетической компании провели обыск и выемку документов. Подозреваемые были заключены под стражу на 2 месяца по решению суда. ЕТЭК, как известно, единственное предприятие, снабжающее газом центральные регионы Якутии. И сообщается, что следственные мероприятия никак не отразились на котировке акций этой компании. Прежде всего, хотел бы отметить, что объемы торгов по акциям ЕТЭК на московской бирже, они довольно малы, акции, можно сказать, малоликвидные. В среднем за март месяц ежедневный среднедневной оборот составляет около только 100 тысяч рублей. Сейчас мы наблюдаем снижение около 4%, что по данной новости, можно сказать, ни о чем не говорит. Жители столицы жалуются на множество незаконно установленных гаражей. Железные коробки мешают проходам, проездам, детским площадкам и дворам. Это видят все. А вот как с этим бороться? Репортаж Кристины Якуповой. Какое-то гаражное царство, возмущается Олег, житель Якутска. Двор заставлен десятками незаконно установленных гаражей. Война с водителями длится не 1 год. Один раз Олег даже ночевал во дворе, чтобы в очередной раз не установили металлическую коробку. Гаражи вывозить надо, все это прекрасно понимают, но возможности у мэрии они ограничены, в принципе. Наш двор, он как бы в центре города. Здесь попытались вывести гараж, он развалился, уже год стоит. Хотелось бы просто здесь навести порядок, наверное. Где будут вывозить, четко определить. А там, где не будут, наверное, пора деньги собирать. Вот сколько у нас гаражей во дворе стоит,
Они стоят бесплатно, но это неправильно. Незаконно установленные объекты создают препятствия при благоустройстве жилых кварталов, реконструкции, ремонту, строительству детских и спортивных площадок. Построить сквер, где смогут гулять с детьми, или организовать парковку, предлагают жители. Многочисленные гаражи мешают воплотить планы в жизнь. Многие нелегальные сооружения заполнили придомовые территории. В прошлом году, в 2017 году, у нас было вывезено порядка 170 гаражей с территории Губинского округа. При этом было выдано разрешение на установку гаражей 36 штук. В этом году, в этом плане у нас работа продолжится. В плане стоит 257 гаражей. Разрешения будут выдаваться, опять же, на разрешаемых территориях. Приступление к работе где-то в плане стоит с 20 апреля. Как температурный режим позволит, они приступят к своим работам. Жителям Якутска придется терпеть неприятное соседство, пока не потеплеет. Вопрос в другом. Сколько еще появится нелегальных гаражей после того, как столбик термометра прыгнет вверх? У чиновников ответа нет. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Труд во благо общества. Сегодня отмечают День гражданского активиста. Какие есть примеры общественников, добившихся успеха в полезном для народа деле? Суперматч в прямом эфире. Гроссмейстеры Гаврил Колесов и Сергей Белошеев встретились за шашечной доской. Кто победил и как прошел сеанс игры мастеров с населением? Что читают дети? Сегодня Международный день детской книги. Какой сегодня спрос у детской литературы? Как привить детям любовь к чтению? Какие планы у якутских издателей? Письмо сыну. Акцию по таким названиям организовали в Якутске. Участвовать могут все желающие. Что это за акция, кто проводит, на что она направлена? Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. 757 человек трудоустроено за первые 2 месяца текущего года в Ниренгринском районе. 91 человек направлен на курсы обучения. Выдано 3 целевые субсидии для начинающих предпринимателей. Такие результаты первого квартала по содействию занятости граждан озвучили на заседании специальной рабочей группы при администрации района. Трудоустройство состоялось по действующим соглашениям с компаниями «Колмар» и «Якутуголь». Также трудовые договоры заключены по результатам встреч с работодателями и соискателями во время ярмарок вакансий. В настоящее время в базе вакансий Ниренгринского района имеется 1411 вакантных мест, из них 937 по рабочим специальностям. С 1 апреля стартовал весенний призыв. В этом сезоне военные планируют призвать в ряды армии порядка 1400 якутян, что примерно на 100 человек меньше, чем в прошлом году. Военком отмечает, что молодежь Якутии настроена патриотично и уклонистов становится все меньше. Уклоняющихся граждан у нас цифра-то не очень большая. У нас граждане, находящиеся в розыске, есть такая категория людей, которые убывают с места постоянного проживания, не снявшись с воинского учета. А прибыв к новому месту жительства, не всегда становятся на воинский учет. Или же есть у нас субъекты, где в муниципальных образованиях просто не ставят их на воинский учет, потому что они не имеют прописки. Сегодня, 2 апреля, по указу главы региона Егора Борисова отмечают День гражданского активиста. В рамках этой даты представители некоммерческих организаций республики обсудили ряд актуальных вопросов, провели круглые столы, встретились с властями. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров о том, какой портрет у современного общественника, какие есть примеры активистов, добившихся успеха в полезном для общества деле. Вероника за 5 лет смогла объединить родителей, чтобы обмениваться информацией для воспитания ребенка с диагнозом ДЦП. В начале пути было всего 5 единомышленников. Ограничивались небольшой группой в WhatsApp. В итоге мы настолько разрослись, стали огромной организацией, что это превратилось уже в общественное движение, которому необходимы были какие-то дополнительные ресурсы, чтобы развиваться. Сегодня в Центре развития детей проводятся занятия и мастер-классы для ребят с ДЦП. К движению присоединились 150 семей из Якутска. Есть филиалы в районах. За вклад в здоровье подрастающего поколения Вероника удостоилась народного признания. И таких героев, гражданских активистов, сотни. На заседании
некоммерческих организаций постарались отметить всех. Как сегодня выглядит общественник, мнения разные. Участники мероприятия сходятся в одном – портрет активиста окончательно изменился. Если раньше это были вот в основном люди такие лидеры, зажигалки, скажем так, да, то сейчас есть такие гражданские активисты, которые, сидя дома у себя, ведут какие-то полезные блоги, посты. Их же тоже можно отнести к гражданским активистам. Бесплатно, не афишируя работу. Главное для гражданских активистов – труд во благо общества. Я считаю, что вот День гражданского активиста должен стать днем, когда мы должны вот выявлять таких, скажем, тихих гражданских активистов, воздавать им должное, благодарить их, поощрять их и знакомить их с общественностью, с населением Якутии. Местные власти подчеркивают, некоммерческие организации стали моложе. Я как наставник очень сильно приветствую, что идут молодые проекты, молодые и качественные. Они больше отдадут своим детям, больше отдадут своему ближнему. И таким образом наше общество будет здоровее, лучше, духовнее. Число некоммерческих организаций в Якутии выросло в 1,5 раза. Сегодня в республике уже 2150 НКО. Как отметил глава Якутии Егор Борисов, День гражданского активиста должен не только содействовать развитию гражданского общества, но и привлечь людей к самостоятельной реализации собственных инициатив. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Стартовал прием заявлений и документов в детские оздоровительные лагеря республики. Набор желающих продлится до июня этого года. Заявление может подать любая семья с детьми в управлении образования на местах. Большинство путевок платные, но, как обычно, предусмотрены различные субсидии и компенсации некоторым категориям граждан. Порядка 619 рублей родители имеют право получить компенсацию. Также родители по истечении года, если он, например, приобрел путевку самостоятельно в какой-нибудь любой санаторий, который находится за пределами нашей республики, то в конце года он также может получить в Министерстве образования и науки, в бухгалтерии, средства в размере где-то 15 тысяч рублей за стоимость данной путевки. Сегодня, 2 апреля, Международный день детской книги. Дату отмечают в честь дня рождения великого сказочника изданий Ганса Христиана Андерсена. Какой сегодня спрос у детской литературы? Как привить детям любовь к чтению? Какие планы у якутских издателей? Рассказывает Саргалана Федорова. Современные дети ничего не читают, негодуют многие родители. А детские писатели утверждают обратное. Детям интересно читать о них самих. Взрослый автор Иван Иннокентьев обычно рассказывает об исторических личностях, но теперь начал писать и для детей. Полную удивительных событий и жизнь поселковых мальчишек он описал в книжке «Жизнь и приключения Ваньки». Маленькая, тоненькая книжечка, но я очень много думал, прежде чем написать ее, потому что сейчас время, которое описывается в этой книжке, это мое детство, и где-то без малого, наверное, полстолетия уже прошло. Многие уже прочитали. В общем, я так понял, что книжка полюбилась, и книжка пошла. Бумажные книги превращаются в мультимедийные. Одна из них – «Мамонтенок Мяник». Издание стало лауреатом международного конкурса «Открытая Евразия». «Мамонтенок Мяник» – уникальная книга на 2 языках с 3D-функцией. Устанавливаете одноименное мобильное приложение, наводите камеру на выбранную картинку с иконкой, и иллюстрация тут же оживает. Автор книги Евдокия Иринцеева. С детьми давно на «ты». Долгие годы работает в газете «Кескел». Пишет рассказы как для маленьких ребят, так и для подростков. Приучить к чтению невозможно без участия учителя и родителя. Мы, работая в детской газете, прекрасно знаем. Есть учителя, которые работают целым классом, и они все перечитывали вот эти книги, проводили всякие мероприятия, конкурсы рисунков, конференции даже. А такие дети потом задают такие интересные вопросы,
отвечая на которых можно создавать еще следующие книги. На детскую литературу высокий спрос. На полках книжного издательства сказки, серия книг «Якутские писатели детям», «Готовимся к школе», познавательная литература. Особой популярностью пользуются детские энциклопедии. Если у нас в среднем тираж 2000 экземпляров наших изданий, то детские издания средний тираж 5-6 тысяч экземпляров. В планах якутских издательств и детских авторов привлекать к чтению через гаджеты. Новые технологии наступают, и бумажные книги уходят в прошлое. С помощью мультимедийных изданий, уверены писатели, ребята не потеряют интерес к чтению. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Письмо сыну. Акцию под таким названием организовали в Якутске. Участвовать могут все желающие. Что это за акция, кто проводит и на что она направлена? Репортаж Оксаны Устиновой. Одним из первых написали письмо пассажиры столичного аэропорта. С 9 утра раздали 3 десятка специальных конвертов. Вылетающим идея пришлась по душе. Мы думаем, что это очень хорошая акция, потому что в будущем нашим сыновьям будет интересно, наверное, прочитать, что им написал папа, какие мысли, свои мысли, получается, о том, о чем он мечтает, чтобы какими людьми они стали. Поэтому я думаю, что аэропорт Якутск правильно сделал, что поддерживает данную акцию. Сергей из Нейрингри признается, что обычным письмом можно сказать нечто большее и сокровенное, чем словами. И тут же принялся писать самому дорогому человеку, сыну. Мужчина попросил сотрудников аэропорта отправить его по почте. Очень хорошая акция, добродушная. У вас есть сын? Да. Сколько ему? 16 лет. И где он? В Нейрингри. Обязательно напишу. А для чего нужны вот такие письма, как вы думаете? Век интернета, WhatsApp? Не знаю, что-то личное, что ли. Как раньше. Не секрет, что в суете повседневных дел сказать нужные добрые слова детям мы не успеваем, а порой забываем. Данный проект организован для воспитания подрастающего поколения, воспитания сына, как человека, который в будущем должен стать для семьи и для страны настоящей опорой. Я также присоединяюсь к этой акции, обязательно напишу своему сыну, своим внукам с добрыми пожеланиями, с напутственными словами обязательно. Позитивный посыл в день старта акции поддержали и другие предприятия и министерства. Им также вручили специальные конверты, чтобы они смогли адресовать письма сыновьям. Это как-то нам показалось более памятно, более приятно получить именно на листке бумаги такие теплые слова, наставления от своих родителей. И потом все-таки это память, которую можно хранить годами. Акция приурочена ко Дню сына, который отмечается в Якутии во второе воскресенье апреля. Организаторы уверены, традиция поможет укрепить семейные отношения и ценности. И призывают всех родителей написать письмо сыну. Оксана Устинова, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске в рамках праздничной акции 1 апреля в прямом эфире прошел суперматч по русским шашкам. За доской встретились 11-кратный чемпион мира якутянин Гаврил Колесов и 6-кратный чемпион мира Сергей Белошеев из Крыма. Ну а сегодня гроссмейстеры дали всем желающим сеанс одновременной игры. Попробовать себя против именитых мастеров пришли более полусотни якутян. Сюжет Агафьи Гоголевой. По традиции 1 апреля в Якутске проходит суперматч по русским шашкам. В этом году за клетчатой доской сражались 11-кратный чемпион мира якутянин Гаврил Колесов и 6-кратный чемпион мира Сергей Белошеев, Республика Крым. Встреча двух именитых спортсменов стала возможной благодаря целевому фонду будущих поколений, национальной вещательной компании «Саха» и Федерации шашек Республики Саха-Якутия. В итоге победу и приз 100 000 рублей получил Сергей Белошеев. 60 человек пришли на сеанс одновременной игры по русским шашкам. Пока плохой позиции у меня нету. Надеюсь, что не проиграю никому. Но молодые ребята хорошо играют. Но и в возрасте люди тоже опытные есть. Сыграть с мастерами пришла 8-летняя Маша Алексеева, воспитанница Республиканского шахматно-шашечного центра. Несмотря на возраст, у нее уже есть результаты. В прошлом году она стала победительницей первенства России и Европы. Мне нравится играть в шашки, потому что мы там играем, и еще мы там
тренируемся, и там много теории. Гаврил Колесов побеждает на 6 выигрышей. В итоге в сеансе одновременной игры у Гаврила Колесова 51 выигрыш. Одному игроку удалось переиграть гроссмейстера. 8 партий сведены в ничью. У Сергея Белошеева 49 выигрышей и 11 ничьих. Играйте в шашки. Шашки – это интересная интеллектуальная игра, которая развивает счет, мышление и помогает не только в спорте, но и в жизни. Я профессионал. Это как бы моя работа, я этим увлекаюсь и зарабатываю этим деньги. На радость любителям шашек Гаврил Колесов и Сергей Белошеев вновь смогут помериться силами. В июне на родине Сергея Белошеева в Евпатории пройдет Кубок России, где вновь мы сможем увидеть интересные комбинации двух признанных мастеров. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Стали известны имена всех победителей акции «Весна на НВК». Проведение розыгрыша ценных призов состоялось накануне в прямом эфире нашего телеканала. Счастливым обладателем сертификата на строительство бани стал Михаил Охлопков. Мотоцикл «Минск» выиграла Ксения Иванова. Путевку на 100 тысяч рублей Екатерина Осипова. Напомню, впервые данную акцию провели еще весной прошлого года. И тогда победителем главного подарка сруба дома из Алданской лиственницы стала жительница столицы Тамара Лыхина. В этом году брелоки с купонами приобрели 5000 человек. Таковы итоги дня. За событиями и новостями следите на Якутии 24. До встречи!